11:55. На улице сколько градусов? -1. -1 градус. Такой идет снег такой, как... Нет, это мелкий град. Мелкий град, да, идет. Мы едем путешествовать. Люди ждут автобус. Да, люди ждут автобус. То мы проезжаем, что-то я. Мы катаемся на велике. Да. Кстати, на обратном пути можно скачать до Белки и посмотреть на нее. Можно проехать. Вот сюда мы заезжаем, в этот лесок. Там даже не на том. Да, спуск. Ничего себе, у него тут поворотик. Так неудобно. И же значит, еле-еле. Потому что думаю, скользко. Ну ладно, скользко есть. Сейчас проверим состояние дороги. И, кстати, нормально. По крайней мере, здесь. Так, вон наша белка. Да, вот здесь вот белочка. А вон уже машина стоит. Вот уже к белке пошли. Куда-то пошли гулять. Так, вон там у нас горнолыжная трасса, вон беленькая, да, которая Синий север. широкая. Потому что река О, поднялась. Река у нас, вон такой лед уже Мне кажется, уровень посередине. поднялся. Мгм. И в основном мы направо-то и не едем дальше. Сейчас мы направо поедем. А мы обычно вот тут раз налево поворачиваем и на сене Синий север. Кстати, столбик поставили, не было его. Все, сюда мы не ездим. Когда мы туда ездили? Наверное, в прошлом году В только. прошлом году мы ездили. А, подожди, в этом году на Новый год мы ездили, на елку. Елки по елкам ездили, помнишь? В этом же году. А куда мы там ездили на елке? Ну там с горки вы катались еще. А, да. Это в этом году? Вдалеке должны. А, сейчас, наверное, видишь, погода облачная. Тут видно большие поля какие-то. Видно, сажали когда-то что-то, да? Ну да, но видно, что даже скошено. Такие, ну, пустые. Все там борщевики. Такие высокие. Комплекс нефтекомплекс какой-то, я не знаю, это что-то. О, вон шахта горы, но ее Да, вообще но её не не видно, потому О, Вот, два заезда в Ярику. Один здесь, следующий еще там дальше. Мы как-то здесь заезжали, и там заезжали. Но мы сейчас поедем еще прямо. Вот на Ярику один заезд. Это у них какие-то дачки, видимо, вообще самые близкие. Ух ты, какая гора вообще. Ну вот ее чуть-чуть видно. Да, ее, да, еле-еле видно. Я не знаю, телефон будет вообще видеть? Ну видит немножечко. Обалдеть. Там вот где 3, вот она, гора эта. Кстати, это единственная Ярика, где добывают нефть подземным способом. Шахтным способом. Не подземным, а шахтным. Спускается, да, в шахты и добывают Вот, нефть. пожалуйста, налево Ярик, а? Вон плакат 1900 какой-то год. А ниже Доманик вон туда по карте. Получается, да? Не знаю. Да, Мы потом на Ярику заедем еще. ну, да. А, 1932. В 1932 году. Ну вот когда север начали осваивать. Тоже Лукойл заправка есть, ничего себе. Это, знаешь, что, какие-то картофельные ямы все это по бокам, видишь, Ну, холмы? это они, мне кажется, и есть картофель. Да, ничего себе. Вообще все в картофельных ямах. Вот эти маленькие домики на буграх. Какой-то этот дом эльфов. Слушай,
Слушай, а вот там что за завод такой? Но вот это есть у них нефть какой-то комплекс. Вот такие вон высокие такие трубы. Так, что там? 49,27, 46,07, 92. Это, видимо, на шахту похоже, да? Вот тоже что-то. Вот этот новый комплекс, его видно хорошо, когда ты на поезде едешь в сторону Ухта-Москва. Ты же через Ярику едешь, и вот там вот все вот эти развязки, трубы, вот это все видно. А здесь, конечно, все там, за лесом спрятано. О, Лукойл какой-то, да. Большое здесь что-то такое, да? Ну вот это, наверное, он и построил. Да нет, это какое-то уже такое здание, это не новое. Вот нефтешахта. Нефтештаб? Ой, запах пошел. Знаешь, чем воняет? Сероводородом. Точно, я тоже почувствовала. Нефтью воняет. Бензином. Это нефть так пахнет. Ну, вот такой запах, как бензина. Как вот заходишь, как Сероводород такой, да. такой мастерские какие-то, знаешь, в гараже, вот такой запах. Да нет, нефтешахта тут где-то. А вон трубы прямо через это, через дорогу идут. А нет, это электроподстанция. Тут вообще все мощняло. Ух, сколько ниток. О, слушай, мне когда... О, ничего себе, тут целый комплекс. Это, видно, недавно построен, такой свежий. Ну да, но это вот, наверное, который с поезда-то и видно. Слушай, как будто в промпроизводство приехали. Ну, не факт, что мы хоть... О, смотри, гора. Подожди, а Нижнедоманник точно здесь? Нет, наверное. Мы куда-то приехали Вообще нефтешахта. на шахту. Мне кажется, Нижнедоманник надо было в Ярику сначала заехать. Да, это мы вообще приехали в промпроизводство. А, вот написано. Ярига нефтешахта номер 3. Ничего себе. Или он дальше? Подожди, что-то я не понял. Надо по карте вообще посмотреть. Поехали дальше. Такие заводы. 6 метров, это высота показана. Все-таки, мне кажется, надо было сначала в Ярику заехать. Ладно, сейчас посмотрим. Может, здесь. Я почему-то по карте смотрю, вроде надо было прямо ехать. Мне показалось по карте там как-то близко. Оп-оп. Что не совсем близко. Тут вообще какие-то вон трубы. Все дымятся. Вот это специально, ничего себе, шланг из трубы. И пар идет оттуда. Что за технология такая? Стравливают через... Нет, здесь, понимаешь, здесь нефть, когда из шахты ее вытаскивают, она же не жидкая. Она как бы в пластах такая, как пластилин, не как пластилин, ну такая. Ну, я представляю, вязкая что очень. ее на И тележках... чтобы ее по трубе потом, или как-то в жидкое состояние. А вот на Нижнедоманник. Слушай. Что-то не... Да, это есть Нижнедоманник. Ни табличек, ничего не было. Это вот раз дом, Да, вот это Нижнедоманник есть, так два понимаю. дом. Улица Шевченко. Ну, здесь, да, он заброшенный, мне кажется, тут ничего и нет. Ой, не знаю. Тут вообще вон какое-то красивое здание было, вон окна такие арочные. Мне кажется, а дальше уже тюрьма. Да, это он и есть. Нельзя, дальше есть смысл ехать? Ну, поехали, мы же едем. Нет, я не зря спросил. Вот такие вещи ты лучше не спрашивай. Всегда самому решать. Там вот какой-то дом тоже, только непонятно, жилой, не жилой. Да, это и есть Нижнедоманник, точно. Как тут 2010 Так, год, тут туда я не проживало 910 человек. Где тут 910 человек-то Тут на вмещали? тюрьму похоже, конечно. Ну тут вообще нету следов, что кто-то ездил. А, всего здесь тупик. А, смотри, флаги.
администрация, что ли. Здания и машин много столько тут. Да, здесь тупик. Ну это пушки еще, смотри. Где пушка? Вон. Пушка. Какой-то глухарь вон. Кормушка. Это, наверное, административное здание. Беседка какая-то тут у них. Ну здесь, я думаю, не живут, как ты говоришь, 900 человек. Нет, на 2010 Мне год. кажется, вот это тюрьма. Не знаю, перепись населения И мне была. такое ощущение складывается, как будто она уже не действующая. Или может какая-то часть тюрьмы. 910 человек проживало. Ну, сейчас, конечно, тут вон развалюхи одни. Конечно, все это заброшено. Все заброшено. Такое все. Ну да, вот какое-то, смотри, вот красивое здание было. Вон оно, арочные. Окна. Кирпичное. Даже побеленное было вон. Ну это точно не жилые дома вот слева. Ну да, какие-то бараки. Я думаю, здесь жить вообще как бы вообще Опасно. нереально. Или живут. Не знаю. Да не. Непонятно. Хотя фиг знает, там на втором этаже вроде живут. Туда не поедем? Ну там ворота уже стоят. Ну так дороги здесь чищены, то есть следят, значит, как бы. Ну да, вот это Нижний Доманик, все, он закончился. Вот и весь Нижний Доманик. Ну да. Нет, тут 900 человеками даже не пахнет. Тут 9 человек, мне кажется, даже нет. Я не знаю. Хотя вон там здание, где мы сейчас подъезжали, да, где памятник пушки, маленькая пушка стоит. Столько машин много. Там какое-то административное здание. Да, там табличка это была. Ну да, табличка. Мы не стали смотреть. Это Лукойловское производство нефти. Вот такие. 1964 год на трубе написано. Подстанция электрическая. Ой, как крыша красиво так смотрится. Такие мощнявые. Да, вот тебе и Доманик. Когда-то там было производство белил и был собственный театр. А, даже так? Да. В 1937 году населенные пункты получили свои наименования: Ярига, Нижний Доманик и Первомайский. Как это было? В 1932 году в междуречии Яриги и Доманика были пробурены скважины. 57-я дала насыщенной нефти песчаник, а 62-я дала 2 тонны густой нефти. В 1934 году была запущена работа над проектом первой в СССР нефтяной шахты, а в 1936 началась закладка шахты для разработки Ярикского месторождения тяжелой нефти.